Освещение запускает во дворе филиала предприятия российской телевизионной и радиовещательной сети. Несмотря на поздний час, здесь царит праздничная атмосфера. Для зрителей выступает народный артист Тимур Дейтов. В особенной миссии принимают участие и почетные гости, которым по традиции и предоставляют первое слово. Перед торжественным запуском гости в первую очередь благодарят руководство республики за содействие не только в организации архитектурного освещения, но и за помощь в работе ингушского филиала. Мы действительно очень старались и хотели сделать подарок республике. И надеемся, что то, что сделано, вам понравится, вы это оцените. И очень рассчитываем, что вот эта вот архитектурная подсветка нашей телебашни станет хорошей достопримечательностью. От имени всех коллективов нашего Северо-Кавказского федерального округа, огромный округ, мы поздравляем вас с праздником. И хочется сказать, что наш филиал в Республике Ингушетия работает профессионально грамотно, а вот подсветка покажет, что они не только профессионально грамотно работают, но и красиво. Поздравляем жителей, хотим, чтобы это было действительно хорошим подарком. Надеемся, это не самое последнее на Северном Кавказе мероприятие красивое. И еще раз с юбилеем республику. Запуск системы архитектурно-динамического освещения антенны приурочили к юбилею республики. Одно мгновение и на башне включаются сотни лампочек, сначала окрашиваясь в цвета российского триколора, а затем и ингушского флага. Раз, два, три. В разработке архитектурного освещения применены высокие технологии, которые позволяют иллюминировать в различных ракурсах и в зависимости от погоды для любого рода праздника или мероприятия. Еще в прошлом году был разработан план мероприятий по празднованию 25-летия образования Республики Ингушетия. Но вот в данном случае мы наблюдаем одно из этих событий. Телебашня, она выполняет свои функции. Но кроме этого, как бы она одновременно будет сейчас выполнять функцию, украшающую наш город. Светящаяся башня станет еще одной визитной карточкой Назрани, отмечает городоначальник. Руководство РТРС нам преподнес такой красивый подарок, как архитектурная подсветка данной вышки. Хотел бы от себя лично, от жителя города Назрань, поблагодарить тех ребят, которые стояли у истоков проектирования данного объекта, поблагодарить руководство РТРС за такой прекрасный, красивый подарок для жителя города, для гостей города Назрань, для всех жителей нашей республики. Отныне телевизионную башню будет видно не только днем, но и ночью, переливающуюся в различные цвета. Телевизионная вышка в день рождения Ингушетии прекрасно дополнила ряд достопримечательностей Назрани. Юсуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24.